В новостях и мы неоднократно рассказывали о земельной коррупции. Рост судебных процессов по таким делам эксперты как раз-таки связывают с активизацией государства в вопросе возврата незаконно выделенных участков в госсобственность. Чтобы окончательно навести порядок в этом вопросе, по мнению депутата Мажилиса парламента Бахытжана Базарбека, необходима персональная ответственность акимов. Об этом он сказал в беседе с моей коллегой Евгенией Бодровой. Это наша традиционная рубрика «Интервью». Коррупционные схемы были в Астане по выделению земель, причем выделение земель для строительства домов и в Алматы. Как вы считаете, должны ли привлекать акимов, которые в то время выделяли эти земли, ставили подписи? В целом, акимы должны нести уголовную ответственность наряду с начальником управления земельных отношений, заместителем акима, который курирует земельный вопрос, начальником управления архитектуры и градостроительства, с руководителем НАО госкорпорации правительства для граждан. Я называю всех должностных лиц, которые причастны к предоставлению земельного участка. Кто-то. А кто купил этот земельный участок? Вот стройкомпания. Должны ли они тоже наряду с этими лицами? Стройкомпания что? Оно, видите ли, если там есть очевидный состав преступления дача взятки, то стройкомпания или коммерческий подкуп, да, или посредничество взятки, то в данном случае они должны привлекаться к ответственности. С 1 июля 2023 года земельная комиссия уже не будет по всему Казахстану. Сейчас персонально за постановление будет нести ответственность только аким. А до этого момента уголовное дело по земельным махинациям сложно было возбудить. Коллективная ответственность. Следователь приходит к акиму, аким говорит: ты читал 43-ю статью? Там постановление принимается на основе положительного заключения земельной комиссии и утвержденного землеустроительного проекта. Иди привлекай земельную комиссию. А земельная комиссия — это коллегиальная структура. Земельная комиссия следователь отсылает к начальнику УЗО, начальник УЗО отсылает к акиму. И следователь не может понять, кого вообще привлекать к уголовной ответственности. А если по закону мы определим одно лицо, которое персонально будет нести ответственность, это аким города, аким района, аким поселка, то это намного легче будет вскрывать эти земельные махинации. Вы понимаете? Большинство до сих пор уголовных дел, которые возбуждались, они просто-напросто закрывались по этим причинам. Вы затронули тему того, что разгребать авгиевые конюшни после недобросовестных акимов будет сложно. Как раз вопрос, каким образом нужно разгребать, особенно если вот уже, как вы сказали, построены дома, построены не там, где нужно, людям грозит опасность. Закон их полностью защищает. То, что случилось в Турции и в Сирии, оно может случиться, мне постоянно говорят, вот в ответ: вы нагнетаете. Вы нагнетаете. А вот если у конкретного сейсмолога в Казахстане данные, что в ближайшие 10, 15, 20 лет сейсмическая опасность в Алмате и в южных регионах, она будет минимизирована. Не будет это. Никто не может сказать. Но что интересно, сейчас застройщики массово скупают вот эти дачные участки, которые находятся на селеопасных, оползнеопасных зонах и тектонических разломах, объединяет эти участки в один участок, меняет целевое назначение и получает АПЗ, согласование, разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство МЖК. То есть незастроенных участков МЖК, многоквартирными жилыми комплексами, очень много. Сейчас мы должны думать о судьбах людей, будущих жертв. А те, которые проживают, это уже те, которые проживают на тектонических разломах. Это уже на совести нынешних чиновников. Спасибо вам большое за интервью.